коли вы с этой боку фотографовать, то тени то не... Да, боже, это прямой эфир, да. Извините. Да, я вельми хутко, ну, черви, ну, тут тихие, я думаю, черви темры, ну, яны боятся свету, и тому яны імкнуться до темры, тому яны вельми хутко ховаються, да, ось коли вы их, ось бачите, кто-то бульбу принес, и она вельми долго будет, яны будут долго кучивать, потому что там и крахмал, который треба переваривать. Ну и вкусно. О, нет, по-моему, там червяка побила. О, боже, как крутит. О, да, привет. Ну, ось это, да, бачите, это дынька, которую я потиху едуть, ось, бачите, такое пошло. Большие. Мой бабатя. Ось, бачите. Ух ты. Ну, вот это как бы, вы дальше заважите, это солома тут, да? Вибачайте, я не утрималась і почала знімати відео. Просто все так круто, так шмат людей. Караул. Ну, это не шмат, это еще не шмат, Денис ведает, что такое шмат, я ведаю, что такое шмат. Ну, и часом, глядите, что мы зараз робим? Ну, просто принесите к вас косметницу, которая стоит для увоходу, там, накрыта таким пакетом, да. Мы зараз покормим, ось, плюс кожурки, которые вы уже съели. И газета можно еще? Ну, газета мы, звичайно, стелим на дно, как дренажировала, ну, мовно кажучи, как было меньше этого, воды вытекало, бачите, ось это поддончики, да, а это вермичай сюда вытекает, и как его было меньше. Вермичай? Почекай, я зроблю ось таку штуку. Я, звичайно, нарезаю постійно банани і з чим морожу, і накладу чай. Гафрокартон хорош, бачите, он такой пористый, да, и он и захопливает и двигать, и да, все именно тогда, вот это косметика. Ну, мошки – это проблема вересня жнивня, коли вельми солодкого шмат починаються кавуни і всякі такі штуки. Плюс, я не ведаю, як це контролювати, у минулому году у нас вообще орди були, зараз, коли прийшов холод, тому мушки, яны живуть не більше за день, вельми хутко зникають, але є чим. Ну все, можна просто... Тут питання, що червям треба хороша аерація, але відсутність сквозняков, і тому, значить, закрыть, ну вот это вот закрыть вакуум на нельга, да, повинно быть вот такое типа тканины, что-то такое, все, выкидайте. Кто корочки съел, там какие, все корочки выкидайте сюда, да. Еще корочки. Там талерочку можна з банановими корочками принести. Ну мы все равно такое, да, умовно кажучи, зараз мы сюда закинем, засыпем. Я думаю, что с этого контейнера будут червячки хорошо. Я тут буду, вот тут самые пустые червячки, если в этом. Потому что это вообще мелочь. Да, давай закидываем, не стесняйся, все. Выкидываем зараз в эту сметницу. Да, вот где наш хакерспейс? Вы, вам треба практика. Бери эту штуку, аккуратно выкидывай, да. Выкидывай, как там ничего не потекло раптом. Ну, короче, аккуратно, не вывалилась эта штука, да, все, да, вы посыпай, не стесняйся. Вот, окей. Салфетки тоже? Да, сурветки, они любят, это там типа целлюлоза, все такое. Тут на самом деле больше сурветок, чем органики, да? Ну, так ты съешь и... А они сам банан не едят? Банан можно, он солоденький, они вообще на них нападают прям. Тогда я кусочек оставлю. Хорошо. Сладенькое. Ось. Короче, да, ось так оно выглядає сміття, коли викидаєш. Ми, звичайно, один пакет, коли там уже пах, ми просто викидаємо один пакет і вставляємо свіжий. Два пакети, тому що часом буває сміття довго, да, кидай. Два пакети буває, тримай. Довго там, ну, два пакета как не протекало, потому что часом текает. Зараз аккуратно, не трамбуй, не трамбуй, потому что это же, не, аккуратно насыпь сюда, как не было башно старого, да, насыпай. Как только не рассыпалось, ты же, мы же на космическом корабле, ось бы бачишь эти черви, да, они все зараз поползут есть и то, да. Ну и таким чином они как бы ползают туда-сюда, это как это бульба, то есть ты принес нам бульбу целую. Ну так отсюда эти мушки, они вообще очень любят картошку. Может быть, вот тут вот этот контейнер, вельми таки бульбы, вы тут принесли просто килограмм старой бульбы, ведаешь, и прямо вот ее так, она была... Откуда вы взяли такую черную землю? То есть я недавно просто для растения во дворе брала. Это гумус. Это гумус. Тут может быть коля 10-15% грунта такого, который ще в крамі набувався на початку, але опошні 8 місяців ми вообще, ну, грунт никакой не... Это гумус, именно это гумус, который они створяют. То есть тут шестишин. Вы сюда засыпали. Смотри, что такой вопрос. Каждый раз землю новую нужно подсыпать? И вот этот гумус можно потом у них отобрать, чтобы потом
Ось я вам зараз тебе буду формировать колонии, вам будет гумус. У нас там уже контейнер с гумусом стоит, мы уже не ведаем, куда его. Ну, как бы ведаем, куда, але покуль он там вот стоит и ничего не робится. Там, не, там. Это Кэптонс Бридж, да, капитанский мостик, а там транспорт все рум, да. Снизу. Все, правильно все зроблено. Зараз треба закрыть газетой. Мовно кажучи, бери вот эту газету, ось готові. Да, это треба очистить. Ну, я давай перший раз аккуратно так робишь, потому что ее после мы всегда моем, как бачите, довольно такой тлустый, да, тлустая штука. Окей. Да, аккуратно накрывай, может, да, трохи притисни, да, все, это газета достатково и накрывай его сверху. Да, такое. Ну, это как бы, чому ми так робимо, тому що ось, ну, Денис зауважив, і на початку, коли ви там були, що черви виповзають під самий верх, і отримується, що вони повзають по всьому об'єму. Коли тут починає занадто шмат повітря бути, вони спускаються вниз і виспають цими танками. Так. А если не расползутся? Ну, то есть, типа, За всю историю выползло только 2 червячка, и то потому, что была великая вильготность, и выходной машины не было. И то 2, а их тут сотни. То есть сотни червей. Ну, как бы это вельми маленький процент, что что-то выползет и кого-то съест. Все, значит, это мы сделали, можно их зачиняйте. Это наш лайфхак, как замацовать, ну, на такую конструкцию контейнеров, как мухи не так интенсивно летали, да. Ось, да. И зараз это можно... Вот так, да? Ось, гляди, звичайно, она как бы трапляет в такую ложбинку, робится так, да. Я не ведаю, як ви в хакерспейсі замутите себе, але це отримався самий супертанний спосіб. Велосипедная камера. Да, это звичайная камера от ровера. Все, да, и плавно натягнули, и оно как бы няшно предложит, да. Все, мы пока закормили контейнер. А ткань без разницы какая? Ну, я гляну. Ну, пожелание, например, меньшие были дырочки. Навіть менше. Ось. Окей, ну, это, как бы, я гляну використав, воно как бы пригоже, і Ну, конечно, что бывают разные, и великие, ну, они могут пролазить там всякие. Ну да, чем меньше стрелять, еще меньше. Ну, я не веду, видишь, у нас, видите, бачите, тут дренажные дырочки, да, и по нашим назираниям наибольше выползала мух вот этих вот с 2 крылышками, которые твои, да, и они вылазили просто этой дырочки. То есть, потому что мы тут прям вот вообще такой шилд робили, про который там микроб не пролезет. Окей, ну все, это час на подкормку. Мовно кажучи, у тиждень можна тратити, коли маленька ферма, там, коли 20, ну, максимум 30 людей, на тиждень, на то, как подкормить. Ну, мы раз на тиждень подкормим, частей мы это не кормим. Может быть, один раз в день. 30 минут уже прошло? Я не ведаю, это я кажу так с запасом. Я звичайно... Прошло 7 хвилин, 56, 57. Окей, дивіться, зараз ми тобі зробимо, другий наш крок, це зробити колонію для, значить, для банди хакерспейса. Ось, будемо робити колонію вам. Значить, ви будете самі вибирати червячков, які вам найбільше сподобаються. Да? Все. На этом мы пропеняем наше видео. Ставьте лайки, репосты, подписывайтесь на наш канал. Другую серию, другая серия. А зараз буде наступная серия. Мы передаем частку червячков у Hackerspace. Не переключайтесь. Доставайте.